Ленск сегодня из провинциального северного городка превращается в достойную современную нефтегазодобывающую столицу Якутии. Многоэтажные высотки, как грибы, растут на глазах у жителей. Прежде всего, это заслуга реализации федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. За эту пятилетку второго этапа необходимо построить 120 тысяч квадратных метров. Уже введены в эксплуатацию жилой комплекс, получивший в народе имя «Клиника матери и ребенка», так как на первых этажах двух высоток располагается медучреждение. На финишной прямой сдача двух девятиэтажек в микрорайоне Рабочий. До начала отопительного сезона у отдела переселения стоит задача заселить один дом. Это Якутска 54. 56-й дом мы планируем сдать где-то в конце октября-середина ноября. Соответственно, до конца года 56-й дом мы должны полностью заселить и закрыть этап 2020 года. Эти квартиры находятся в новом квартале, расположенном в районе улиц Нюйская, Якутская и Рабочая. Жилой комплекс состоит из 3 девятиэтажных домов, построенных в едином стиле. В дальнейшем здесь будет произведено благоустройство придомовой территории. Появится фонтан, лавочки и озеленение. Масштабное строительство развернуло предприятие «Три семерки». В прошлом компания специализировалась на возведении жилья элитного класса. С началом реализации программы переселения она стала основным застройщиком. На сегодняшний день ведется строительство 2 многоквартирных домов. Да, они в этом году должны завершиться. Да, посмотрели ход строительства. Пока рисков не видим, то что сроки могут быть нарушены. Компаниями, застройщиками уже начинаются подготовительные работы по строительству 3 дополнительных домов по этапу 2021 года. В целом в этом районе уже введено в эксплуатацию 5 домов в рамках реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. И 2 дома по другим МУН-программам, а также детский сад на 315 мест. В 2022 году начнется строительство школы на 900 мест. Еще одна новая стройка развернулась здесь же, по адресу Рабочая 1 и 3. Но тут орудует тяжелой техникой другая строительная компания – Республиканское ипотечное агентство. И если внешние отличий между домами не будет, то технологии используются иные. Дом строится из панелей, которые, изготовлены якутским ДСК, домостроительным комбинатом. Панели, они усиленные, их мы уже практически все перевезли сюда с Якутска. То есть это технология практически та же самая, как и строит ЗАО «Три семерки». То есть с панели монтируется дом, но панели не утепленные, а методом вентилируемого фасада. В дальнейшем здесь же будет построен еще один многоэтажный дом. Начали мы строительство в мае месяце. Пока работы идут в соответствии с графиком, небольшое отставание есть. Но при монтаже панели, я думаю, мы уже все это дело наверстаем. По срокам ввода, сроки ввода август будущего года, но мы надеемся, что если все будет нормально, то мы, конечно, сдадим это раньше дом. Параллельно компания «Три семерки» возводит дома в районе больницы и Портовской, 26. Буквально за 2 летних месяца на глазах у ленчан выросло несколько этажей жилых домов. Сегодня строительная компания «Три семерки» возводит железобетонный каркас будущих высоток. Проектом здесь предусмотрено 168 квартир. Это 8,5 тысяч квадратных метров. Перебоя со строительным материалом нет, хотя цены поставщики повышают буквально во время закупки. Но решилась проблема с работниками, которая была актуальна в прошлом году. Из-за пандемии границы были закрыты, а основной состав специалистов – уроженцы стран ближнего зарубежья. Сегодня на объекте орудуют молотками и более тяжелыми инструментами 70 человек. Мы находимся на самой масштабной стройке Ленска. Здесь возводятся 2 многоэтажных дома. Самая известная в Ленске строительная компания «Три семерки». Их жилье всегда качественное и соответствует всем ГОСТам. Это будет 1-, 2-, 3-комнатные и всего лишь 2 квартиры 4-комнатные. Квартиры были запроектированы в соответствии с квартирограммой, которую предоставила администрация города Ленска. На сегодня мы по одному дому имеем уже монолит по 5 этажам, на втором доме 4 этажа. Готовимся сейчас к следующему этапу, уже параллельно будем вести кладку наружных стен. Ближайший фронт работы – установка окон и утепление фасадов. А в зиму – внутренняя отделка помещений. Ведь сдача объекта не за горами. Для того, чтобы трудиться в зимний период, необходимо запустить тепло. Проблема с техподсоединением обозначилась еще весной. Слишком высокий тариф выставила ресурсоснабжающая организация. Пока вопрос остается открытым.
Пока рассматриваем альтернативные варианты установки малой котельной какой-то для того, чтобы выполнять работы в зимний период. Потому что тепло не подано, а нам работать надо. В четвертом квартале следующего года нам надо оба дома сдать. А без проведения работ в зимнее время мы, к сожалению, никак не сможем этого выполнить. Вот, цена, которую ЛПТС выставили на сегодня, она нас не устраивает, очень дорого. То есть она превышает те лимиты, которые мы считаем должны быть заложены в стоимости федеральной программы по переселению. В этом 66-м квартале Ленска готовится площадка под строительство жилья в рамках программы переселения. По проекту тут появится 4 девятиэтажных жилых дома. Буквально на днях прошло совещание по поводу застройки этой территории, где был определен подрядчик. Все та же небезызвестная нам основная в Ленске строительная компания. Но не только в этом секторе развернутся строительные работы на следующий год. А следующие дома будут возводиться в этом 67-м квартале города. Вместо старых аварийных деревянных двухэтажек здесь появятся 4 девятиэтажных высотки. 2 из них построит известная строительная компания Ленска. 3 семерки, а 2 – республиканское ипотечное агентство. Буквально в следующем году здесь развернется большая стройка, подобная соседней. Кроме грандиозного строительства жилых квадратных метров, в Ленске полным ходом идет благоустройство, в рамках которого возводят скверы и памятники. В прошлом году началось воплощение в жизнь одной из давних идей. Возле храма святителя Иннокентия Московского в старинном уголке Мухтуи разбили сквер «Старожил». Это проект некоммерческой организации «Добродетель» из Совета старейшин. Он обойдется районной казне в 23 миллиона рублей. Идет облицовка керамогранитом. Ждут плитку поступления с Якутска. Это плитка для омощения тротуаров, дорожек и территории вокруг самого флагштока. Работы начали еще в позапрошлом году. В первую очередь был установлен самый высокий в Якутии флагшток высотой в 35 метров. Его видно с любой точки города и реки. Осенью 2020 года старожилы совместно со студентами техникума и волонтерами высадили здесь березы и яблони. В прошлом же году провели землеустроительные работы, сделали бетонную кладку, оградили территорию. Этим летом вносят последние, но самые важные штрихи. В нижнем участке сквера соорудили парапет из керамогранита. Проведен водопровод для полива газонов и цветников. В скором времени здесь появятся просторные пешеходные дорожки, сухие ручьи, лавочки и фонари, а также автостоянка. Теперь ленских авиапассажиров встречает главная достопримечательность Ленского аэропорта. Самолет Ан-2, установленный в сквере авиаторов прямо на выходе в город. Буквально в конце июля памятник был торжественно открыт при участии заместителя председателя Департамента Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия Людмилы Серкиной, городских властей, работников и ветеранов аэропорта и общественности. Я все-таки надеюсь, что придет время и здесь, в Ленске, в аэропорту Ленск, будет проведена реконструкция и будет у нас бетонная полоса, которую мы ждем очень давно. Сквер авиаторов создан в рамках реализации программы благоустройства общественных территорий городской администрации. Инициатива по установке самолета Ан-2 поступила от работников аэропорта. Не один год потребовался на монтаж воздушного судна. Его собирали в свободное от работы время. Основным участникам вручили награды от главы города. Обшивку снимали с крыльев и стали монтировать металлические листы, оцинкованные железом. Монтаж сам, когда все отдельно покрасили, крылья, оперение, фюзеляж, собрали в течение где-то 2 недель. Еще одно торжественное событие знаменовало конец июля. В этот же день тот же состав участников торжественно открыл мультифункциональный центр в парке. Парк в последние 2 года кардинально изменился. Появилось место для скейтбордистов, уличные тренажеры под навесом от дождя, современная площадка для подростков с лазами из паутины, так называемой трубой-горкой, качелями с удерживающими устройствами для малышей, песочницами
Для самых маленьких в районе мультифункционального центра все в том же едином деревянном стиле – домики с горками и качелями. А передвигаться по парку теперь можно не по самовольно протоптанным тропинкам меж таежных деревьев, а по тротуарным дорожкам, освещенным современными стильными фонарями. Оборудование игровое нам полностью поставила республика. С 10 миллионов то, что нам выделил муниципальный район. В прошлом году были проведены конкурсные процедуры. Появилась уторговка. Уторгованную часть ЦДНТ вернула муниципальный район. Из оставшихся 8 с лишним миллионов часть ушла на установку детского оборудования. А теперь в парке будет круглогодично функционировать центр, где уже работает кафе. Другое помещение спроектировано как работа клубных формирований, для работы клубных формирований. Всевозможные кружки, секции, клубы по интересам. Поэтому я думаю, что вот это вот помещение для клубных кружков, для клубных формирований, оно должно работать с утра до вечера, именно с целью занятости как и детей, так и взрослого населения. Ленчане, любители прогулок по городскому парку, в восторге от преобразований. Особенно молодые мамочки. Пришли посмотреть, что здесь открылось. Ну, здорово. Очень много людей. Детям очень нравится. Ой, это очень хорошо. Для жителей, для детей. Ну, вот отдохнули от души сегодня. Вот пришли на детей смотреть, как они играются там. С вышки прыгать, все. Так хорошо нам на душе. Реконструкция парка производится в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. Все построенные объекты – выбор ленчан, которые участвовали в общественных слушаниях и голосованиях. Обращались в частном порядке к главе Ленска со своими предложениями, что и сегодня приветствуется. Конечно, видим преобразование. В парке часто бываем, с детьми гуляем. В кафе надо ступеньки сделать только в новом. А так все отлично, все нравится. И меню побольше. Да, меню побольше. С детьми приходишь, сами знаете, всегда голодные. Но... Необычный арт-объект и фотозона. Такую двойную функцию несет новая инсталляция в городском парке Ленска. Имитированные качели со скульптурой в виде семейства белок появились недалеко от фонтана, расположенного в центре парка. Автор малого архитектурного произведения – известный якутский скульптор Николай Чачасов. Не только полюбоваться, но и сфотографироваться теперь можно возле изваяния главного символа Ленского парка. А вот почему именно белочек решили усадить на деревянные качели – это отдельная история. Учитывая, что в нашем парке очень много белок, популяция это уже с каждым годом, как говорится, растет из года в год, мы решили, что это будет самая уместная архитектурная форма в нашем парке. Так как у нас парк представляет собой лесной массив, здесь очень много присутствует и кедра, и сосны, и ели. Все-таки за основу была принята концепция управлением архитектуры республики, концепция именно шишки, именно белок. И поэтому вот родилась вот такая малая архитектурная форма. Не сидят без дела и летом. На лыжной базе, который год идет реконструкция за счет районного бюджета. В 2020-м были построены склоны для горных лыж и сноутюбингов. Канатный подъемник, установлено освещение. Нынче здесь должно появиться новое здание площадью 170 квадратных метров. Там будет располагаться пункт проката, буфет и гараж для техники. Также вдоль лыжной базы со стороны дороги установят ограждение. В этом году на модернизацию спортобъекта выделено 10 миллионов рублей. Ну а самые долгожданные стройки еще впереди, пока только в зародыше. Если на месте бывшего и будущего здания школы искусств появилось ограждение строительной площадки, то спорткомплекс с бассейном, которым ленчане грезят не один десяток лет, пока на стадии утверждения проекта. Известен только его будущий адрес – бульвар Ягнышева. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.